Добрый вечер, уважаемые товарищи. Прошедшая неделя доставила много хлопот сотрудникам милиции и принесла немало неприятностей и даже горя в некоторые семьи нерюнгринцев. В период с 25 по 31 марта в городе Нерюнгри было совершено 69 преступлений. Произошло 3 пожара, в одном из которых погибли 2 малолетних детей. Было подано одно заявление на розыск без вести пропавшей. Было совершено одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Ширится не только количество преступлений, но и их перечень. Наряду с оставшими для нас уже привычными кражами государственного и личного имущества, которых на прошлой неделе соответственно было совершено 12 и 29, было зарегистрировано также 2 убийства, 3 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 2 случая грабежа, 1 разбойное нападение, 2 угона и 1 случай незаконного ношения огнестрельного оружия. Основными предметами посягательства на прошлой неделе явились мотоциклы и автозапчасти. Краж такого характера было совершено 16. В ночь на 21 марта путем свободного доступа была совершена кража лобового стекла, аккумулятора и зеркала с автомобиля марки ВАЗ-2161, принадлежащего гражданину Судареву Сергею Семеновичу. В ночь с 25 на 26 марта неустановленное лицо похитило с автомобиля марки ВАЗ-2103 госномер Д0162 ЯК 2 задних колеса. В эту же ночь неизвестные преступники путем спиливания замка в гараже, расположенного в кооперативе «Горняк», похитили 2 мотоцикла марки «Иж-Юпитер», принадлежащие гражданину Анфилюк Василию Семеновичу. В ночь с 27 на 28 марта неизвестное лицо похитило с автомобиля ВАЗ-2163 лобовое стекло. 29 марта около 12 часов 45 минут гражданин Ф. из склада номер 10 Южьякутснаба совершил кражу 2 скатов для автомобиля «Жигули», причинив тем самым ущерб указанному предприятию в 250 рублей. Кого-то интересуют мотоциклы и машины, ну а у кого-то менее изощренный вкус, удовлетворить который неизвестный преступник смог, похитив 2 велосипеда от столовой номер 8 в поселке Серебряный Бор. В то время как любителей легкой наживы города Нерюнгри и поселков Серебряный Бор растет спрос на технику, преступники поселка Чульман решают для себя подобным способом продовольственную программу. Ночью 28 марта, взломав запоры на двери сарая, находящегося по улице Спортивная, 16 в поселке Чульман, неизвестные лица похитили оттуда 6 поросят на сумму 650 рублей. Сутками раньше 3 неизвестных проникли на территорию подсобного хозяйства Су-950 в поселке Чульман, где, угрожая ножом и охотничьим ружьем, произведя несколько выстрелов, открыто похитили у гражданина Коршунова 8 поросят, погрузили их в автомобиль марки «Жигули» неустановленной модели и скрылись с места происшествия. Как видите, начали вооружаться и некоторые жители нашего города. 25 марта около 21 часа 15 минут в подъезде одного из домов был задержан гражданин Сакович Александр Михайлович, у которого был обнаружен и изъят обрез двуствольного ружья ТОЗ-63 16 калибра. 28 марта в дежурную часть городского отдела внутренних дел обратился с заявлением гражданин Антонов о том, что в марте 1991 года неизвестное лицо по паспорту и расчетному чеку, которые ранее были утеряны Антоновым в кафе «Челбон», получило в сберкассе города Нерюнгри деньги в сумме 31 тысячи рублей. А теперь информация о тяжких преступлениях, о преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан. 26 марта на станцию скорой помощи с ножевым проникающим ранением в область шеи был доставлен гражданин Супрунов Владимир Иванович. 28 марта около 20 часов в реанимационное отделение Центральной городской больницы города Нерюнгри был доставлен с ножевым ранением гражданин Волгин Сергей Николаевич. 31 марта этого года на почве ссоры при распитии спиртных напитков гражданин Н. кухонным ножом ранил в живот гражданина Богданова Алексея Александровича.
28 марта около 21 часа со станции скорой помощи поступило сообщение, что на территории водогрейной котельной обнаружен труп гражданина Комиссарова Владимира Григорьевича. 30 марта в 10 часов в детском саду поселка Чульман обнаружен труп с признаками насильственной смерти сторожа этого детского сада Леина Виктора Александровича. По всем этим преступлениям возбуждены уголовные дела, ведется следствие, о результатах которых мы вам сообщим дополнительно по окончании расследования. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего вам доброго.